Нынешний 2009 год в стране объявлен Годом молодежи. Наиболее знаковые мероприятия, проводившиеся в регионах, напрямую связаны с молодыми людьми. «Дорогу молодым» – такой лозунг моден сейчас в России. О подрастающем поколении неустанно говорит и президент Чеченской Республики Рамзан Кадыров. В республике вообще в последние годы уделяется огромное значение молодежи. У нас действует Комитет правительства Чеченской Республики по делам молодежи, существует молодежный парламент, десятки общественных молодежных движений и, главное, действует ряд президентских программ по поддержке молодых семей, юных дарований, программа трудоустройства молодых и прочее. Рамзан Кадыров, кстати, самый молодой президент в России, один из немногих, кто первым стал уделять огромное внимание нашей молодежи. По мнению главы региона, будущее республики зависит именно от них, и потому поддержка молодым должна оказываться на государственном уровне. Традицию поощрять лучших студентов ввел первый президент Чеченской Республики Ахмад Кадыров. В 2003 году он отметил денежными премиями несколько десятков обладателей красных дипломов. Со временем эта традиция немного трансформировалась. Вместо традиционных подарков и денежных премий отличников стали приглашать на работу. 5 лет назад из числа выпускников-отличников впервые в республиканские административные структуры было трудоустроено 65 человек из числа молодых людей. Сегодня же в условиях последствий мирового финансового кризиса и повальной безработицы в стране Чеченская Республика вновь выделилась. В нынешнем году ожидается, что отличившиеся выпускники получат работу в различных ведомствах в несколько раз больше, чем в предыдущие годы. Молодежь дон, призывать любого везде, Бог ахига, дон, шей голос хлита, дон, выдавала дона, хане херю, вы если дехер до хочу адон, закон лади до хочу, а вы конституция лади, хочу, а вы действительно релакс ледуша дата. Молодежная политика не может развиваться по моделям, противоречащим общей концепции государства в области социального управления, ее приоритетам и механизмам. Когда расширяется перспектива самостоятельного выбора жизненного пути молодым, для молодежной политики становится приоритетной поддержка самореализации молодого поколения. На федеральном уровне проектный подход стал разрабатываться при формировании стратегии государственной молодежной политики в Российской Федерации, и эта линия получила свой мощный импульс. Эффективная реализация молодежной политики должна быть предметом заботы не только руководителей регионов и муниципальных образований, но и общественных структур бизнес-сообщества. Об этом заявил Дмитрий Медведев, выступая на заседании Государственного совета по теме развития молодежной политики в России, а затем повторился на встрече с молодыми представителями «Единой России». Он подчеркнул важность поощрения инициатив молодежи в сфере науки и техники, создания условий для развития новых идей. Нам нужно думать и о том, чтобы вовлекать молодежь не только в бизнес-практике, создавать предприятия, на которых молодежь будет работать, но и активнее включать их в политическую и общественную жизнь. Я предлагаю установить во всех субъектах федерации единый возраст по избранию в представительные органы муниципальной власти, муниципальных образований. Я думаю, что любой гражданин, который достиг 18-летнего возраста, должен иметь право, должен получить возможность быть избранным в этот муниципальный орган. Российский президент отметил необходимость разработки программ по поддержке молодежи на уровне субъектов федерации, при этом затронув проблему употребления спиртных напитков, наркотиков и, конечно, курения среди подростков. Глава государства указал на необходимость усиления ответственности за продажу алкогольных напитков подросткам, принятия мер для развития спорта, популяризации здорового образа жизни. Это заявление для Чеченской Республики стало наиболее интересным. Слушая главнокомандующего, мы невольно проводим параллель между политикой Медведева и политикой Кадырова. Многочисленные инициативы Рамзана Кадырова, кажется, получили долгожданное продолжение в современной России. Чечня в последнее время стала будто примером для подражания. Не успели мы избавиться от игорного бизнеса, как в стране позакрывали все крупные казино. Стоило нам ограничить продажу алкогольной продукции, как тут
тут же нашлись последователи. Монополия на спирт и борьба с пьянством стала вновь темой номер один для федеральных властей. В начале года Кадыров высказал предложение, что было бы неплохо внедрить в стране еще один приоритетный нацпроект о духовно-нравственном оздоровлении общества, несмотря на то, что в самой республике уже несколько лет действует подобная президентская программа. И опять в точку. Кремль всерьез взялся за решение данной проблемы. В среду премьер-министр России Владимир Путин включил в стратегию государственной молодежной политики в Российской Федерации проект «Гражданин России», рассчитанный на молодых людей от 14 до 30 лет. Основной целью проекта является развитие системы духовно-нравственного, гражданского и патриотического воспитания детей и молодежи. Его реализация направлена на формирование таких качеств молодых россиян, как патриотизм, толерантность и уважение к представителям другой культуры, духовное развитие и высоконравственное поведение. Еще одной сенсационной новостью прошедшей недели стало сообщение о том, что Медведев положительно отнесся к предложению введения в учебных заведениях религиозных предметов и нахождения в армии и на флоте священнослужителей. Этого, пожалуй, никто не ожидал, тем не менее факт остается фактом. Их реализация поможет укрепить моральные, духовно-нравственные основы нашего общества, укрепить единство нашего многонационального и многоконфессионального государства. Решение главы государства уже нашло поддержку в ряде субъектов России. Положительно на нововведение отнеслись как граждане и политики, так и религиозные деятели и деятели культуры страны. Введение этого предмета в школах это не просто, так сказать, разрешение, это кровная необходимость. Больше того вам скажу, это вопрос национальной безопасности. Если нет основы, если нет иммунитета нравственного, если он не воспитан с детства, вот эта вся зараза, она попадает в абсолютно беззащитное существо, вот в душу, которая совершенно открыта к восприятию всего. И, к сожалению, она воспринимает именно то, что в результате превращает ее в исковерканное существо. Принятое Медведевым решение сейчас находит поддержку, а еще несколько лет назад, когда глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил о подобном намерении, представители российских и иностранных СМИ, а также отдельно взятые политики во весь голос заявляли, что Кадыров тем самым пытается вернуть республике режим шариата. Если следовать логике таких людей, то в ближайшие годы в стране будут введены шариатские законы. Согласитесь, даже для самого последнего пессимиста это звучит смешно. Сегодня без поддержки молодежи никак нельзя. Каждый здравомыслящий руководитель понимает, что без подрастающего поколения не может быть будущего ни у одного народа, даже самого стойкого. Некоторые критики еще недавно считали, что наша республика слишком много внимания уделяет молодежи и выделяет ее в отдельный аспект, но сейчас мы видим несостоятельность тех прогнозов, и нашему примеру сегодня последовала вся страна. А что может быть лучше этого? Вопрос молодежной политики наравне с нравственным оздоровлением общества стал национальным приоритетом, и без него у нас нет достойного будущего. Сегодня в республике уже начала свою работу специально созданная комиссия по трудоустройству молодых специалистов. Путем собеседования из выпускников вузов члены комиссии отберут самых-самых и внесут их фамилии в банк данных, а уже на следующем этапе счастливчики получат возможность без проблем трудоустроиться. Завет Эдухадана из в первую очередь образование, культура, спорт, халайбарьер, вайдана, magic, университет, институт, вайдана, спортзал, вайстадионш, ущайг, юзхиларьер, ахдана, вайздоровое общество, вайдунянчах, достойное место занятий рядом, и цундана, заветно мечтаю, коучиш, хадошлу, таган, аждик дешер, изат хонюх гамбу, иза вайдана, в политике дан проводимую дан им начатым первым президентом дан из-за этого достижения он дальше тагана отдавал метта мустметта дан основной дан момент дан акцент на образование еще. Одним из ярких примеров успеха проводимой в регионе молодежной политики является и сам президент Чеченской Республики Рамзан Кадыров, активная деятельность которого давно дала ощутимые результаты. Чеченская Республика избавилась от следов войны и давно перешла от этапа восстановления к этапу устойчивого развития, но нельзя забывать, в какие бы времена мы ни жили, всегда будет новое поколение и всегда будет стоять вопрос молодежной политики. Ее задача сегодня — это создание
создания условий для развития и реализации способностей и потенциала молодого человека. Не только в своих собственных интересах, но и в интересах общества и государства. Молодежная политика сегодня должна служить главной цели – спасению страны. Ранец знаний, духовности и нравственности нынешних и будущих поколений пока еще в наших руках. Хорошей молодежи нет там, где нет хороших стариков, а потому пора действовать. Старшее поколение должно научить подрастающее, чтобы они не повторяли их ошибки.